мы находимся тоже в парке «Моя история». Здесь проходят автогонки. И проводит их хобби-центр Дмитрий Трофимов, правильно? Да, верно. Не подскажете нам, в чем заключается сегодняшнее мероприятие, чему оно посвящено? Ну, это вообще технический вид спорта. В принципе, данного вида соревнования проводятся как и в России, так и, по идее, зарубежные соревнования тоже проводятся. То есть это автогонки какие? Это радиоуправляемые модели. Это радиоуправляемые модели. Просто у нас здесь представлен класс для начинающих, 16-й масштаб. Это зальные модели, которые, в принципе, не сильно требовательны к размерам помещения. Как вы можете видеть, мы здесь буквально уместились на 25 квадратах, наверное, да? 20, чуть больше. Вот. Сегодня много. Это какие? Городские, дружеские? Какие это гонки? Это у нас дружеские соревнования. Скажем так, этими соревнованиями мы начинаем цикл после очень большой паузы, вынужденной паузы с коронавирусом. У нас 2 года практически было затишье, мы порастеряли очень большое количество наших единомышленников. Ну и вот тут вот сейчас вот, благодаря сегодняшнему мероприятию, мы наконец собираемся, чтобы тряхнуть стариной, так сказать. Ну, здесь собрались сейчас День матери и отца, да, отцы, дети. Кто участвует? Абсолютно верно, да. Вы можете увидеть в процессе заезда, здесь будут и отцы, и дети, все дружная компания. Хорошо, возможно, даже, кстати, в заезде, по-моему, папа с сыном попадают. Хорошо, посмотрим. Да. Так, у меня остаются колбу ты имеешь? Нет. Все, по крайней мере, я знаю, что мои враги. Все катаются так, по часовой стрелке, да? По правилам, если кто-то срежет конус, допустим, выйдет сюда, он обязан вернуться обратно на трассу и продолжить круг. Если он не возвращается, скорее всего, считается не целый круг, а половина. По свистку, когда заканчивается заезд, все должны газ бросить и остаться на том месте, где они стоят. Потому что если, допустим, будет одинаковое количество кругов у каждого, допустим, каждый по 20 накатает в одном заезде, будет смотреться тот, кто дальше проехал. Вот так. То есть, еще раз, получается, участник должен пройти сколько кругов? Там будет даваться, скорее всего, 5 минут на один заезд, и вот максимальное количество кругов накатывает за эти 5 минут. Чем больше накатает, тем и выигрывает. Да. В конце будет судиться, получается, каждый откатает по 2 заезда. В конце будет подсчитываться общая сумма с этих 2 заездов, и будет выбираться, кто откатал больше всего. А основное правило, что не нарушить? Ну, если вы случайно вылетели за конус, ну, такое бывает, пол тут скользкий, можно вылететь. Главное вернуться обратно на трассу и продолжить заезд с того места приблизительно, с которого вы вылетели. Если вы срезали конус и решили не возвращаться, а продолжить круг, тогда будет штраф. Круг, скорее всего, будет половина вычитаться. То есть вот вы доедете до конца, и вам полкруга срежут. Я правильно понял, чем больше я накручу кругов, тем больше мне отштрафуют, половина спишет. Ну, если я неправильно. Ну, если неправильно будете кататься, то, конечно. Поэтому надо по правилам ездить. И сложность этой гонки состоит в чем? Ну, здесь, получается, катаются машинки коллекторные, бесколлекторные. Бесколлекторные, они гораздо быстрее коллекторных. Но из-за того, что пол достаточно скользкий, нужно будет правильно ловить газом повороты и не вылетать. Так как здесь много острых углов, можно врезаться. Если хорошо приложитесь к повороту, можно оставить там колесо и все, и вы вылетаете. То есть это зависит, как ты радиоуправляемым пультом действуешь, да? Все правильно. То есть надо аккуратно объезжать все. Можно даже не быстро, но главное не врезаться ни во что лишнее. Потому что кто-нибудь обязательно где-нибудь врежется, остановится на этот момент, и вы вообще спокойненько проедете. И с кем я разговаривал? С судьей? Ну, я буду участвовать. И также вот с хобби-центром. И как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Кирилл? А фамилии нет? Дмитриевич. Трофимов Кирилл Дмитриевич. Отец и сын.
А, вы? Мы вместе. Это отец и сын? Да. Там Вот, еще у меня день младший мать. брат, он просто будет драться. Да. А мама где? Мама дома. А Заболела. мама работает, да? Вчера последние силы отдала этой трассе. Да. Все, мы Теперь отсюда дома уползли лечится. где-то в 9 часу. Ясно. До победного вообще, и все, и сегодня она это. Ну, кто не знает, хобби-центр находится на Аюнского 11. У него в продаже не только радиоуправляемые модели, самолеты, вертолеты, машины, но и квадрокоптеры, и профессиональные, и полупрофессиональные. Кстати, достаточно серьезная фирма, все идет на гарантии и соответствующими документами. Так, ну ждем заездов, и я об этом чуть позже расскажу.